Как он родился у нас. Ну, вот она уже слышит потихонечку, просыпается. Ты маленький, зелененький. Зелененький. Зеленой воды, да? Зелененький. А ты кто у нас, мальчик или девочка? Девочка. Хорошая девочка. Да, хорошая девочка. Вот ради таких счастливых моментов, ради первого крика только что появившегося на свет младенца, Ольга Лебедева и стала акушером-гинекологом. Да и выбора у нее, в общем-то, не было. Мама всю жизнь проработала акушером, поэтому с самого детства Ольга Николаевна считала эту профессию лучшей на свете и считает до сих пор. Свой путь в медицине она начала с работы в женской консультации, а затем был городской родильный дом, отделение патологии. Через 3 месяца меня перевели в родильный зал. Там началась кипучая жизнь рабочая. Вот это, наверное, самое такое интересное и любимое мое дело в течение моей врачебной деятельности. И, в общем-то, я так и осталась в душе-то своей именно лечебником. Именно в родильном зале она почувствовала себя настоящим доктором. Поначалу было страшно. Каждые роды для врача – это стресс. Не всегда они проходят идеально. Бывают и экстренные ситуации. Сегодня она не может вспомнить первого принятого ребенка. Зато первое дежурство никогда не забудет. Честно говоря, когда я ходила дежурить из женской консультации, это был такой легкий мандраж, потому что я очень боялась, что я что-нибудь не знаю, что-нибудь не смогу сделать. Поэтому в моем кармане всегда была записная книжка. Когда я сидела на приеме, в записной книжке были рецепты. И когда я пришла в роддом, у меня в записной книжке было написано экстренная ситуация. Что я должна сделать? 1, 2, 3, 4 при кровотечении, при многоплодной беременности. А потом Ольга Николаевна зашагала по карьерной лестнице. В 90-м ее попросили возглавить родильное отделение. Не хотела, боялась не справиться. Но тогда было не принято отказываться. Шутит. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». А уже через 6 лет из городского роддома перешла в перинатальный центр в качестве заместителя главврача. Это не только роды, а это вообще беременность всей республики, тяжелые беременные. Нужно было решать вопрос, когда роды разрешить, надо роды разрешать, выдержит эта женщина продолжение беременности, да, или нужно завершать эту беременность. Вот это было очень сложно для меня, это было очень интересно, потому что это новое знание, приходилось очень много читать, и это была перестройка организации всей службы родовспоможения. И вот уже 12-й год Ольга Николаевна у руля перинатального центра. Каждый ее рабочий день начинается с 5-минутки с дежурными врачами. Потом она бежит в свой кабинет, где ее ждет кипа бумаг. Но между хозяйственными делами ей все же выпадают счастливые моменты, когда она, заменяя подчиненного во время отпуска, может оторваться от документов и снова зайти в родильный зал, чтобы помочь появиться на свет еще одному маленькому человеку. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.